Это рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии Дмитрий Тымыров. Здравствуйте. В Якутске за попытку дачи взятки участковому задержан иностранный гражданин. Так, в ходе операции «Нелегальный мигрант» в баре «Умед» по улице Чернышевского участковым уполномоченным отдела полиции №1 города Якутска был выявлен иностранный гражданин, который не имел при себе документов. Во время следования в отдел полиции для выяснения его личности он стал предлагать участковому различные суммы вознаграждения. Сотрудник полиции предупредил, что дача взятки должностному лицу является уголовным преступлением. Несмотря на предупреждение, мужчина положил на панель автомобиля 20 тысяч рублей. Далее выяснилось, что 23-летний уроженец Таджикистана находится на территории Российской Федерации нелегально и подлежит выдворению. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Жительница Алданского района перечислила мошенникам более полумиллиона рублей, испугавшись порчи. Ей сказали, что ее семье грозит беда, избежать которой можно, заплатив нечистым душам 444 тысячи рублей или 666 тысяч рублей. Так женщина нашла в Инстаграме объявление об услугах ясновидящей и связалась с ней по WhatsApp. Ясновидящая попросила отправить фотографию и перечислить 1000 рублей. По фото она якобы увидела порчу на женщине и попросила перевести 15 тысяч рублей для покупки 3 свечей для проведения обряда очищения. На следующий день ясновидящая сообщила, что свечи горят неохотно, потому что за них произведен неполный расчет. Далее к снятию порчи подключилась некая матушка Евдокия, которая разглядела в потустороннем мире большую угрозу семье заявительницы. По словам мошенницы, беды можно избежать, заплатив в качестве жертвоприношения нечистым душам 444 тысячи рублей и 666 тысяч рублей. Напуганная женщина стала просить в долг у знакомых и брать кредиты в банках. Удалось набрать лишь 360 тысяч рублей, которые она отправила на счет ясновидящей. Тогда потерпевшая собрала еще денег и перевела им в общей сложности 572 тысячи рублей, после чего поняла, что общается с мошенниками. В Якутске полицейскими установлен подозреваемый в кражах портативных гаражей. Так, в дежурную часть отдела полиции №4 города Якутска обратился местный житель. Он пояснил, что с его автомашины, припаркованной возле дома на улице Лермонтова, похищен портативный гараж. Полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 20-летний молодой человек. Похищенный он сбыл. Также во время разбирательств выяснилось, что мужчина причастен к еще одному эпизоду кражи портативного гаража во дворе дома на улице Богдана Чижика. Сейчас в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи кражи, санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба МВД России Якутская. А теперь к происшествиям из-за пределы региона. Устроившему стрельбу в Подмосковье проведут посмертную психиатрическую экспертизу. Она помогает определить психологические особенности человека и мотивы его действий, совершенных при преступлении. Напомним, во вторник утром сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом в поселке Вешки городского округа Мытыщи для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином домовладения. В результате 61-летний владелец дома Владимир Барданов, не пустив сотрудников внутрь помещения, начал стрелять в их сторону, а также бросил гранату. Позже сильно обгоревшее тело Барданова было обнаружено после пожара при разборе завалов в районе чердака его дома, где находился очаг возгорания. По предварительным данным, мужчина погиб от опасных факторов пожара, уточнили источники. Площадь возгорания, по уточненным данным, составила 65 квадратных метров. Двое погибли вследствие опрокидывания судна на верфи в Ленобласти. Так, в ходе проведения поисковых работ в затопленных тюрьмах судна завода Пелла водолазы обнаружили тела 2 человек, числившихся пропавшими. Об этом в пресс-службе МЧС по Ленинградской области сообщили во вторник. В ведомстве добавили, что в данный момент на месте происшествия проводятся мероприятия по стабилизации судна для предотвращения возможного разлива нефтепродуктов вокруг судна. Установлены боновые заграждения. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Во вторник на верфи Пелла опрокинулось строящееся судно, когда рабочие находились внутри. 6 удалось эвакуироваться самостоятельно, но еще двоих госпитализировали.
Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.